23 декабря народ Гагаузии отмечает 27-ю годовщину создания автономии. Среди участников событий тех лет были не только мужчины, но и женщины. С целью вспомнить о самых важных датах для жителей и рассказать о вкладе женщин в становление Гагаузии, в этот знаменательный день в Камрадском музее собрались очевидцы тех событий. Годы уходят. Самое главное, что мы помним, что у истоков становления Гагаузии непосредственно участие принимали и наши женщины. Жительница Камрата Зинаида Козлова делится, что история становления автономии началась с момента создания и открытия клуба «Гагаузхалкы». На тот момент женщины в него не входили, однако в последующих событиях участие женщин неоценимо. Очень большую работу на плечи было Маруневич Марии Васильевны. Что она сделала? Она созвала съезд женщин. И на этом съезде мы определились с уставом, с задачами женсовета. Зинаида делится, что некоторые события тех лет свежи в памяти до сих пор. Но самое страшное было тогда, когда вот здесь в Курминжире подошли пьяные волонтеры. Это было самое страшное время, по-моему, для Гагаузии. Вот здесь как раз и был вопрос, быть или не быть. И тогда все молодые мужчины, я как знаю, многие 20-летние, в то время им было по 20 лет, ну, постарше, там некоторые, конечно, все. Что удивительно, они все были на границе. Там были трактора, там были бульдозеры, там были вот эти вот, я не знаю, как железобетонные, это все было перекрыто. Другой очевидец исторических действий Валентина Иваненко, работавшая в то время в области культуры, рассказывает, что именно с тех пор на официальном уровне стали отмечаться гагаузские праздники и формироваться музыкальные коллективы с гагаузским репертуаром. На съезде женщин Гагаузии я была выбрана как председатель по культурной работе. И в те годы, в 91 году, впервые собрался клуб «Гагаузхалкы» и решили создать наши национальные праздники. Это был праздник Хедерлес, весенний праздник 6 мая, который мы и сегодня празднуем, просто у нас все это перевели почему-то в Чедерлунгу, и Касым, это в ноябре. Журналист общественной телерадиокомпании ГРТ Полина Барбова была также среди женщин-патриотов, которых в этот день отмечали в Камрадском музее. В ходе своей профессиональной деятельности она присутствовала на многих исторически важных событиях, которые впоследствии освещала в своих новостных материалах и тематических программах. Стоит отметить, что их она готовила на родном гагаузском языке. В становлении Гагаузской республики, а затем и Гагаузской автономии большую роль сыграли наши гагаузские женщины. В их числе Мария Васильевна Маруневич, Козлова Зинаида Александровна, Иваненко Валентина Федоровна, Кира Димитрогла и многие другие. Я хочу в этот день пожелать всем мирного неба над головой, здоровья, процветания, и чтобы мы еще долго работали во благо нашей автономии. Всех с праздником! 27 лет назад, 23 декабря 1994 года, был принят парламентом страны закон об особом правовом статусе Гагаузии, гагаузьерий. Людмила Новак, Григорий Ставилов, Артем Топал, Новости ГРТ.